Сегодня, 26 мая 2024 год, мы собрались на наш национальный праздник народа Саха, ЭГЭХ в Алматы. Отмечаем мы уже второй год. И мы вот такие красивые, нарядные, каждая приходит. Вот. Вот это называется Какири Артык, входная зона. Тут получается, когда заходишь на территорию цеха, проходишь обряд очищения. Мужчины обязательно проходят с этой стороны, женщины заходят с правой стороны. Вот. А здесь в этих мисочках поджигают кетен от, я не знаю, как он переводится на русский язык, поджигаются, и вот так вот обязательно нужно обойти, получается, в кружочек, и вот так заходишь, и дальше вот так вот колокольчики. Все, и таким образом очищаешься, и проходишь уже дальше туда, на зону празднования. Так как у нас алматинский ЭГЭХ проводится силами чисто волонтерскими, вот, в этом году мы построили, ребята построили наши вот эту вот входную зону сами, полностью из дерева сделали. Ағыз сырдыңлақ аламай алтан күн үрдік қаллан жылайығар сандары тігейді. Бейге бұл сербетігер елгілік артақтақ бүгінгі сылас күнге. Саргылақ Қазақстан дайдыдың үлі алатау сейін маны көк бейгер Алматы ғығын түстірбіт сағалынан әрі. Ача көкте қалас бар, аргый қаман киреммин. Қоча көкте қонудугар, қомустардар боларым. Национальный костюм халетчикда, то есть жилеткой с вышивкой, орнаментом и серебряное украшение гастына и линкабегер. У меня в руках дейбир из черных конских волос. Он отгоняет насекомых и злых духов. У меня современная стилизация якутского платья халадай и такой серебряный ремень украшения. У меня платье от дизайнера Олесовой Василины, мой первый халадай, сшитый под мои размеры. И я делала украшение шекелик казахское и наше национальное якутский. У меня сегодня классический национальный костюм
платье халадай из японского шелка. Вот. И национальные украшения из серебра сделаны полностью. Вот. Они защищают жизненно важные чакры, точки, да, на теле. Это вот здесь на лбу, тут по бокам, виски. Вот этот круг, это солнце, тоже защищает грудь. Вот. По идее, должны быть еще такие браслеты плотные, чтобы запястье защищать. И сзади тоже должен быть илинкавихер, келинкавихер называется сзади. Вот, но его у меня нет. Украшения сделаны из якутского серебра, ручная работа. Вот, весят где-то килограмма 3, наверное, если не больше. 3-4, походу. Алағартан тілгеттен, ағыз ила сағалақ, ан едайды қатын итчіде, ан вақытшын қатымын. Әрекке ғыбырым, көміскәл саңалақ қатыны жейтерім. Сирт түнніктері үтіккір жағастыр, сирт дөйді бары итчілері. Бәттәк болуң, үтіе қарақ қытының істің. Үтіе қарақ қытының көрім, үтіе қарақ қытының өң. Мәне айтарын әрелерден санағынан. У нас сейчас идет обряд Алгыс, который проводит Эркин Алексеев и целая команда статистов. Дальше у нас будет большой-большой огохай, в котором уже будут участвовать все участники. Я думаю, будут участвовать в этом танце все, несмотря на дождь, который сейчас даже усиливается. После этого нас ждет обширная программа по разным частям локации. Будет детская зона. Самые захватывающие действия будут на спортивной зоне. Я очень надеюсь, что небо откроется и станет погода лучше. Вот. И также, конечно, у нас есть мастер-классы и разные другие виды деятельности. Сирдойду бары итчелергер анан тураммыт, кымыспытын ыстакпыт булоктун.
гарный. Святые святых! Без организации этих ребят, вообще без организации организаторов, все убегают скромные. Андрей Никифоров, главный режиссер национального праздника ЭГЭХ в Алматы. Расскажи вообще, что за мероприятие, свои задачи, как проходит второй наш праздник в Алматы. Он более масштабнее, чем в прошлом году. Да, и уже второй. Уже год прошел с прошлого нашего ЭГЭХ. Я помню, как мы организовывали с тобой, да, с ребятами. В этом году те же ребята дополнились новыми нашими друзьями, тем самым круг нашей дружбы, круг нашего ОГУХа увеличивается, становится больше ребят не только Саха, но и самых разных национальностей, да, в частности тюрков. Этому я очень рад, потому что в зеленой колыбели или Алатау, в зеленой колыбели Алматы, в колыбели гор рождается очень большая дружба тюрков, тюркского мира. Вот, потому что у меня сейчас, допустим, на открытии танцевали татарин, казашка, турки, да, с Турции, которые учатся здесь, в Казахстане. Ну и, разумеется, наши ребята не только с Алматы, а также с города Туркестан, Сахалар и артисты, участники с Якутска. То есть один даже прилетел с Монголии. Вот какая обширная у нас география получается. Вот. Тем самым мы объединяем весь мир, скажем так, да. В этом и, мне кажется, суть, смысл самого праздника, да. Жить в единении, дружбе с природой, друг с другом. Окей, это все понятно. Скажи мне, какие сложности были? Как же без этого, да? Скажи, откуда все притащили, вот это добро, вот эти костюмы, настоящие меха, чернобурки, вот эти вот все... Ой, ты же у нас вообще... Да, это у нас артист. Это сам артист. Посмотрите, какие у нас красивые костюмы. Как тебя зовут? Меня зовут Айсен. Айсен, очень приятно. Ты хамусист, виртуоз по хамусу, да, получается? Да, я играю на хамусе уже в этом году, где-то уже 12 лет, как я исполняю на этом, ну, играю на этом инструменте. Вот, сейчас я экспериментирую с современной музыкой, хамус. То есть техно и хамус? Техно и хамус, да. Круто. Расскажи про свой костюм. Костюм. Ну, костюм шила моя тетя, Егора Мария Михайловна. Дизайн, конечно, мы сделали сами, вдвоем. Чернобурку дала. Натуральная. Да, натуральная тоже тетя. Ну вот все, это вот красота, это все она творит. Знаете, ценность мехов Якутии, знаете почему? Потому что у нас очень холодно, минус 60, и животные адаптировались к такой погоде, и поэтому у них самый богатый мех по всему миру. И вот такую вот богатую мехом чернобурку вы никогда не увидите. Вот. Вот так вот, спасибо. Спасибо вам. Как вообще организация, вот, то есть вот это все добро, весь антураж, детали концерта, как они вообще попали в Алматы в таких количествах? Это все везется же сюда? Не все, да? Очень много для нас постарались сделать оформители, группа с архитекторами, да, они для нас построили декорации, реквизиты, сами своими руками изготовили, да. Костюмы это, конечно, очень сложно, да. Что-то мы нашли здесь, что-то шили в Алматы, Бишкеке, у нас есть швея, у нас есть модельер-стилист, да. И ну, половина, наверное, да, она была привезена с Якутска, собирали с миру по нитке, как говорится, да, так и шили костюм этого ЭГЭХ, Алматы ЭГЭХ. То есть каждая вещь, костюм у танцоров была привезена людьми, волонтерами, которые летели из Якутска в Алматы, по чемоданам раскиданы. Вот так вот. Такой труд. Ну все, спасибо. Спасибо. Правая нога вперед, левая назад.
Кстати, еще у нас есть зона Тюгюльге. Что такое Тюгюльге? Это когда группа компаний, семья или компания, они собираются под одним шатром, и туда может прийти любой и полакомиться едой, оладьи там точно будут 100%. И каждый приносит свою еду, воду и будет рад всем гостям. Поэтому все не стесняйтесь, проходите в гости. После танца Сохо, на самом деле, впервые у меня такой экспириенс танцевать под дождем. Обычно мы разгоняем тучи за счет своих мыслей и самолетов специальных. Но после танца такой заряд классный. Мы делаем тусюльге, используем либо вот такие палатки, шатры, либо разных планов. У нас такая палатка. Мы сейчас накрываем на стол, а далее у нас здесь пирог, мясной салат, оладушки. Оладушки круг в виде солнца. Да, будем кормить землю, благодарить за то, что она нам дает дары, дает процветание, благополучие, изобилие. И мы далее пойдем в гости по нашим участницам, нашим героиням, девочкам, посмотрим их тюсюльге. Тюсюльге это просто как пикник. Обычно это делается без шатра, без крыши, просто делается как пикничок на земле. Но мы подстраиваемся под условия погоды. Вот так. Да, вот сегодня очень дождливая погода. Хотя прогнозы были, что с обеда будет хотя бы солнце, но видите, как видите, все гости, никто из гостей не расстраивается, все радостные, довольные, все под таким ливнем танцуют агохай, ходят друг к другу в гости, потому что у якутов считается, что дождь, если идет дождь вот такой день, то это признак, что вот у нас будет плодотворный, урожайный. В общем, это хорошему признак. Расскажи про свой стол. Что у вас есть? Я вижу, что у вас есть индигирка, рыба, караси даже есть. Да. Расскажи, как привезли? Сегодня наш салон участвует в общем конкурсе тюфюльге и национальных блюд. И мы накрыли такой стол, оформили наш тюфюльге, шатер. Полностью оформление делали вручную, то есть самостоятельно сами все вырезали из ПВХ, потом шили вот эти вот полотна, разрисовывали здесь якутские и казахские орнаменты. Вот. Совместно с нашими девочками приготовили блюда, поделились, кто что будет готовить. Здесь у нас есть индигирка, привезли специально из Якутии самолетом. Индигирка это получается замороженная рыба, свежемороженая, никак не обработанная, не жареная, не вареная. Ее поймали, заморозили, и вот на столе она. Да. Речная рыба. Дальше у нас есть чир копченый. Ну как-то уже все разобрали, просто да, мы сейчас все подходят, интересуются, мы, конечно же, всех угощаем, рассказываем про кухню. Дальше у нас есть говяжий язык отварной. Кстати, еще есть у нас саламат. Это якутский тоже деликатес. Он обычно подается перед горячим блюдом, как закуска. Готовится из сливочного масла, молока и говяжий язык тоже добавили. Ага. Вот. Классно. У вас очень много национальных блюд. Еще сделали мы, опять же, перчех, наш любимый. Делается он тоже с помощью тыка и сливок. И добавляется сахар, как якутский десерт вместе с клубникой. Вообще очень классный фестиваль проходит сейчас. Единственная погода немного подвела, но мы не унываем, все в хорошем настроении. Вот. Вроде бы все нормально, да?